Дорогие юные друзья, коллеги, гости, которые здесь присутствуют, мне, как ответственному секретарю приемной комиссии первого года приема в Чувашский государственный университет, очень повезло в жизни. А когда я встречаюсь со своими студентами и рассказываю им об истории из нашего вуза, мне всегда задают магистранты, первокурсники один и тот же вопрос. А почему присвоено имя Ильи Николаевича Ульянова Чувашскому государственному университету? Вот я в этом своем кратком очень выступлении сегодня, а здесь в основном историки, они, конечно, все знают, но я хочу отметить некоторые вещи, которые, может быть, будут интересны вот молодым людям, которые здесь присутствуют. Вот по теории квантовой все события, которые происходят в нашей Вселенной, на огромных расстояниях, миллиарды световых лет, связаны между собой. И поэтому присвоение имени Ильи Николаевича Ульянова университету не случайное событие. И я хочу сказать, что оно очень вероятное по тому стечению исторических обстоятельств, которые были на тот момент. Почему? Вот давайте вспомним, что Илья Николаевич, он родился в 1831 году. В этом году великий Фарадей открыл закон электромагнитной индукции. Это закон очень важный для всех нас. И физиком, посредственным и замечательным математиком становится наш Илья Николаевич Ульянов. Я не буду об этом долго говорить, но я хочу сказать, что в этот же год родился еще один выдающийся физик, уравнение которого определяет всю нашу жизнь. Это Джеймс Клерк Москва. Его уравнение электромагнитного поля. И понимаете, вот Илья Николаевич и Максвелл, они параллельно по жизни шли, закончив серебряной медалью Астраханскую гимназию, а Илья Николаевич очень рано лишился отца в 12 лет, и его воспитывал, по сути дела, старший брат, которому только было 17. Он сделал все для того, чтобы Илья Николаевич поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. И он его блестяще закончил, защитил кандидатскую диссертацию на тему, я не зря о космосе говорю, оно было посвящено движению планет, которые у нас бывают, а также он был учеником еще одного великого человека, ректора Казанского университета, геометра Лобачевского. Понимаете, вот это все позволило ему в Пензенской гимназии, затем в Нижегородской гимназии быть самым любимым учителем. И его не случайно назначают директором всех училищ Сердецкой губернии. Вот здесь проявились его великие организаторские качества. Но я задумался над тем, а почему Илья Николаевич так внимательно отнесся
инородцев. Это вот такое не очень красивое название, которое звучит. Но дело в том, что мы знаем, по крайней мере, наши историки, что у него и калмыцкая кровь, и русская кровь, и чувашская кровь. Я в этом почти 100% уверен, поскольку его отец беглый, крепостной, который был под фамилией Ульянин, бежал в Астраханское, а там было ханство, Екатерина и другие цари, они не разыскивали крепостных. И поэтому он там женился на калмычках. Он был вина, потому что это была чувашская деревня, вот здесь Сергач, недалеко, там находилась их деревня. Следовательно, вот видите, как все это идет. И, наконец, Сибирь, когда он, вот тут уже рассказали, о Чковых я не буду говорить, он начинает работу также с Иваном Яковлевичем Яковлевым. А 10 лет Яковлев моложе, Ильи Николаевич, но они, это два больших замечательных друга. Это два просветителя чувашского народа. Вот в этих трех словах просветитель чувашского народа столько скрывается важного, ценного для людей всех, но не только и чуваши, это и мордва, и татарская, и другие. Я хочу теперь сказать очень важный факт о том, что дружба Яковлева и дружба Ульянова, она сыграла огромную роль в том, что Чувашия стала просвещенной республикой сегодня. Это их прежде всего заслуга. А создание Чувашского государственного университета, как вы знаете, первая идея ее зарождения была в 1920 году, когда после того, как Владимир Ильич Ленин, сын Ильи Николаевича Ульянова, Ельменю, Алексееву и Иванову предложил создать Чувашскую автономную республику, немножечко побоялись и решили создать автономную область Чувашскую. А потом 5 лет упорным трудом добивались, чтобы автономная область стала Чувашской ССР. Так вот, там была заложена эта идея о создании Чувашского государственного университета, Чувашского государственного театра, построить памятник. Левком принял такое решение переименовать то есть Шахазаны в Канаш и сделать дорогу Канаш-Чебоксары. Видите, какие решения? А кто это осуществил на практике? И вообще, кто сделал больше уже всего, чтобы создать здесь, на территории нашей дорогой республики, Чувашский университет? Это сделал Семен Матвеевич Чесноков. Историки мои дорогие, это фигура великая, точно такой же просветитель, наверное, как и Илья Николаевич, как и Иван Яковлевич. Это его заслуга создания Волжского филиала изначально. И потом Чувашского государственного университета. И эта инициатива Песлюкова и Ильи Павловича в названии или присвоении имени Чувашского университета Ильи Николаевича Ульянова. Ну, понимаете, время, деньги.
а самые богатые люди рыбаки. И мне очень хочется, чтобы вот мы сегодня много об этом говорили, но можно читать целые лекции. Но я так думаю, что когда создавали наш Чувашский государственный университет, не все студенты были довольны этим решением. И даже проректор МИИ Анатолий Анатольевич Федоров тоже высказывал свое неудовольствие, поскольку он хотел, чтобы был создан Волжский политехнический институт. Но, приехав на 20-летие кафедры электроснабжения своей родной кафедры, она его имя сейчас носит, он сказал: друзья мои, вы сделали очень правильно, что создан Чувашский государственный университет. Вот у меня здесь все приказы, копии о создании, о присвоении. Вот этот приказ о присвоении 773 подписал Елютин, а в отдел кадров его направил Сергей Андреевич Азнаков. Нам нужно вспомнить и этих просветителей: Семена Федоровича, Сергея Андреевича, Александра Карапетовича. И они же сделали наш университет узнаваемым. Очень большую работу сделал Лев Пантелеймонович Куратов. И вот я сегодня, находясь где-то там на краю своей жизни, а последний из магикан, уже практически моих друзей никого не осталось, светлые памяти, я обращаюсь к Андрею Юрьевичу. Андрей Юрьевич, вы делаете все, что в ваших силах. Держите Чувашский государственный университет на том же уровне. И ради Бога, ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь, чтобы сменить имя нашему университету, поскольку мы в свое время с Львом Пантелеймоновичем с вами защищали упорно, когда хотели, чтобы у Чувашского университета не было имени. Спасибо вам, что вы меня выслушали. Я очень рад этой встрече. Спасибо.